Это вечерние новости в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Коэффициент распространения коронавируса в России растет. В каких регионах самое большое число заболевших? Правительство установило величину прожиточного минимума. Показатели утвердили на весь год. 90 лет со дня рождения героя соцтруда Василия Кладкина. Всю жизнь он посвятил развитию северного оленеводства. Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до уровня 0,97. В Москве показатель достиг 1,12. Это максимум с 22 декабря. Помимо Москвы, еще в 2 из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент превысил единицу. Это Воронежская и Ростовская области. В остальных показатель остается меньше единицы. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. 123 новых случая COVID-19 выявили в Якутии. Это данные регионального оперштаба. В столице региона 49 заболевших, в Мирнинском районе 14, в Нерюнгринском 10, в Мегино-Кангаласском 8. От 1 до 7 случаев зафиксировали еще в 16 районах Якутии. За сутки лабораториями республики проведено 1816 исследований на коронавирусную инфекцию. Новая программа госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи заработала в России. Теперь пациент вправе выбирать не только поликлинику, но и федеральный медицинский центр, в который может обратиться самостоятельно. Направление из поликлиники не обязательно. Стала масштабнее и профилактическая медицинская помощь. Так, с этого года в диспансеризацию, например, включена ранняя диагностика сахарного диабета. Кроме того, в систему обязательного медицинского страхования вошел пересмотр гистологии для безошибочной постановки диагноза. В программу госгарантий включили и тестирование на выявление COVID-19. Учебный процесс в очном формате возобновится в 30% школ Якутии после новогодних каникул. 45% учебных заведений общего образования продолжат обучение в очно-заочной форме. И 25% школ будут работать в дистанционной форме. В Минтруде напомнили, какие меры поддержки полагаются семьям с детьми в этом году. Январское пособие на детей от 3 до 7 лет поступит на счета родителей не позднее 26 января. В этом году семьям с детьми продолжат выплачивать единовременные и ежемесячные государственные пособия, в том числе те, которые были введены в 2020 году. Например, в этом году размер пособия на детей от 3 до 7 лет увеличится в 2 раза и составит 1 региональный прожиточный минимум для тех семей, чей доход остается ниже прожиточного минимума в регионе на каждого члена семьи. По-прежнему доступны россиянам выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет. В первом случае они выплачиваются из федерального бюджета, а во втором – из средств материнского капитала. Правительство установило величину прожиточного минимума на 2021 год. В среднем он составит 11 653 рубля. Для трудоспособного населения 12 702 рубля, для пенсионеров 10 022 рубля. Показатели утвердили на весь год, а не на квартал, как было раньше. Кроме того, с 1 января изменилась методика подсчета показателя. Больше он не зависит от стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, а привязан к среднему доходу на человека по стране. Первая республиканская научно-практическая конференция педагогов по развитию исследовательской деятельности школьников проходит в Якутии. Мероприятие проходит в дистанционном формате на платформе Zoom. Участники обсуждают систему планирования, мониторинга и оценки эффективности проектной работы учащихся. Материалы всех участников совещания будут опубликованы в научной электронной библиотеке. Отметим, симпозиум педагогов проходит в рамках юбилейных мероприятий 25-й республиканской конференции конкурса молодых исследователей «Шаг в будущее». Работой клуба имени Мельникова. Вчера у нас выступали мастер-классы, давали учителя-новаторы. Сегодня выступают презентационные доклады учителей. И вообще у нас участников больше 260 человек.
И, конечно же, охват очень большой, то есть принимает участие вся республика, начиная с Устьянского улуса и заканчивая Лёкминским улусом. То есть вот очень большой охват и заинтересованность очень большая. Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе Александр Иванов. Со знаменательным событием именитого якутского борца поздравил глава Якутии Айсен Николаев. Руководитель региона пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов во всем. Напомним, Александр Иванов – неоднократный чемпион и призер чемпионатов СССР, серебряный призер чемпионата Европы и бронзовый призер Кубка мира по вольной борьбе. В 1976 году на Олимпийских играх в Монреале завоевал серебряную медаль. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Василия Михайловича Кладкина, героя социалистического труда, легендарного руководителя совхоза «Тампонский». Всю свою жизнь он посвятил развитию северного оленеводства. Этот год в Тампонском национальном ивенском наследии объявлен годом Василия Кладкина. Подробности у Марии Винокуровой. Свыше 40 лет Василий Михайлович был бессменным директором совхоза «Тампонский». Под его руководством хозяйство добилось высочайших показателей в оленеводстве с ежегодной прибылью более 500 000 рублей, а максимальная численность оленей достигала 22 тысяч голов. Василий Михайлович Кладкин был главным инициатором строительства благоустроенного села оленеводов Тополиное. Он выходец из обыкновенной якутской крестьянской семьи, чурапчинский переселенец, воспитанник детского дома, как никто понимал и ценил простых тружеников, оленеводов. Делал все возможное, чтобы они жили и работали в достойных условиях. Это действительно человек, который всего себя посвятил развитию оленеводства не только в районе, а по всему северу. Убежденный, преданный патриот, человек слова, человек новаторских идей и планов. 2021 год в Тампонском национальном эвенском наследии объявлен годом Василия Михайловича Кладкина. А в преддверии Нового года большим подарком для всех тампонцев стало известие о присвоении одному из крупных ювелирных алмазов имени Героя социалистического труда Василия Михайловича Кладкина в рамках совместного проекта АК «Алроса» и руководства республики 100 именных алмазов к столетию государственности Якутии. От имени всей семьи Василия Михайловича я хочу поблагодарить и руководство «Алроса», акционерной компании, руководство республики и Ассоциацию коренных малочисленных народов, которые написали ходатайство. Я думаю, что данный факт станет достойным сохранением памяти о таком человеке. Этот год для жителей села Тополиное обещает быть насыщенным. Торжественные мероприятия в честь Василия Михайловича пройдут в Наследии, районе и родном Чурапчинском улусе. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Отметим, что присваивать имена известных якутян уникальным алмазам начали 27 апреля 2019 года. До столетия Я СССР имена известных якутян присвоят 100 драгоценным металлам, добытым на территории республики. В столице региона проходят выборы президента Киргизии. Якутск вошел в число городов, где в день выборов президента Киргизии откроют участок. В список также вошли Москва, Тюмень, Красноярск, Владивосток, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. За пределами Киргизии будут работать 48 участков. На досрочных выборах в Доме дружбы народов имени Кулаковского, где проходит голосование, побывала наш корреспондент Агафья Гоголева. Голосование проходит только среди граждан Кыргызской республики с соблюдением всех санитарных норм. Избирательный участок открыт с 8 утра до 8 вечера. Голосует паспортом, проходит идентификацию биометрическую. Получает 2 бюллетеня, один на референдум, другой на выборы, на досрочные выборы президента. Тем самым голосует. Активная помощь, большая помощь поступает от Республики Саха, как от профильных министерств, так и от Центральной избирательной комиссии по Республике Саха. И мы эту поддержку чувствуем, мы очень благодарны. Более 800 граждан Киргизии, проживающих на территории Якутии, смогут реализовать свои избирательные права. Я живу здесь, в Якутске, городе Якутска, более 5 лет. Работаю в сфере строительства. Пришел сюда проголосовать, выполнить свой гражданский долг.
Здесь люди добрые, доброжелательные. Вот. И сегодня пришли на выборы Родины Республики Кыргызстана, чтобы выбрать достойного президента. По традиции первому избирателю организаторы вручили памятный блокнот и ручку. Такой же набор получил молодой человек, которому исполнилось 18 лет. Это его первые выборы. Сегодня пришел проголосовать за судьбу своей республики, своего народа, своей страны. Я как представитель молодежи, я призываю всех неравнодушных граждан своей республики, чтобы они пришли, подали свой голос за свою страну, за свой народ. Отчизна – это край, где пленится душа. Напомним, на избирательном участке установлены 2 урны. Одна для голосования на выборах, другая для референдума. Так как выборы проходят в период пандемии, разработан специальный алгоритм действий для обеспечения санитарно-эпидемиологической защиты здоровья граждан. Также на месте порядок обеспечивают правоохранительные органы. Агафья Гоголева, Григорий Охлопков, Якутск. Резиденты технопарка Якутия создали продукт, который облегчит жизнь северянам. Это крем от обморожения. На российском рынке такой продукт не в новинку, но уникальность якутского средства в составе. Крем уже появился на столичных прилавках. Тем временем Ульяна Шагина отправилась в лабораторию компании Cryoprotect, чтобы разобраться в свойствах нового якутского продукта. Инновационный продукт Freeze Protect Plus в конце прошлого года появился на столичных прилавках и уже притянул внимание не только якутян, но и других жителей холодных регионов страны. Средство от обморожения, созданное учеными самого холодного региона страны, согласитесь, вызывает как-то больше доверия. Как утверждают сами производители, основное отличие их продукта от других подобных – это уникальный состав, в основе которых криопротекторы. Что это такое, мы сейчас узнаем в лаборатории. Команда, создавшая новый инновационный продукт, состоит всего из 3 резидентов технопарка. Идея совершенно нова в научном мире. Из криопротекторов, то есть веществ, призванных защищать клетки от замерзания, пока никто не создавал крем. Извлекаются эти вещества из насекомых Якутии, известных феноменальной способностью выживать в суровых северных условиях. Это могут быть жуки, бабочки, которых у нас достаточно здесь большое разнообразие. И вот те насекомые, которые вырабатывают эти вещества в значительных количествах, мы их выбираем для работы, для извлечения этих очень полезных веществ. В этом году зима в Якутии стала настоящим испытанием для многих. Северяне привыкли защищать свою кожу от солнца, а от холода нет. А ведь именно в это время года кожа лица находится под постоянным стрессом и также получает ожоги, правда холодовые. Сегодня в мире существует огромное количество средств от обморожения лица, но все они либо устарели в технологиях, либо являются обычной уходовой косметикой, не до конца справляясь со своей прямой функцией. Они основаны на жирах. А наш продукт, он вообще не содержит никаких жиров. И у нас совершенно другой принцип, другой подход, как я сказала, вот с учетом основной причины обморожения. Испытания крема от обморожения длятся 6-й год. Они проходили как на полюсе холода в Эмиконе, так и в других регионах страны с менее суровыми зимами, но с сильными ветрами. Отзывы только положительные. Значит, левую сторону я мазал, правую нет. С той стороны вообще и ветер как бы стал таким более мягким. С правой стороны есть покалывание от холодного ветра. Якутские инноваторы надеются, что средство от обморожения и обветривания кожи лица станет постоянным помощником в зимнее время года. Между тем, в планах у них расширить спектр задач, которые может решить созданный ими продукт. Включить туда солнечную часть, получается, от повреждения солнцем. Это, конечно, возможно, не будет именно классический солнцезащитный крем, но в некоторых условиях вы можете одновременно подвергаться обморожению и солнцу, например, на горнолыжных курортах. Вот это для нас интересующее направление, мы бы хотели в будущем поработать над этим. Чтобы облегчить жизнь якутянам, инноваторы уже придумали спецодежду, чехол для авто, теплые палатки, а теперь и защиту кожи от холода. И совершенно точно, что в условиях севера двигателем прогресса становится не лень, а суровые климатические условия. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. А вот кто точно не боится холода, так это пауэрлифтер из Саратовской области Виктор Драга. Он начинает свою утреннюю тренировку с ныряния в прорубь в шапке-ушанке с гирями в руках.
В теплый сезон спортсмен выбирает другой вид силовых нагрузок и упражняется в тяге многотонного КАМАЗа. Виктор отметил, что занимается спортом для души, выкладывая видео тренировок на своей странице в социальной сети. Впрочем, пользователей интернета спортсмен впечатляет не только упражнениями с гирями в проруби. В домашней обстановке мужчина продолжает свои тренировки и с легкостью надувает и лопает резиновую грелку. Виктор не планирует останавливаться и продолжит показывать пользователям соцсетей свои тренировки, совершенствуя свои умения. Например, в будущем он хочет попробовать нырнуть в прорубь уже со штангой. Мы с друзьями постоянно берем с собой гири на прорубь, то есть разминаемся перед купанием, да, и я решил заснять такое колоритное, смешное видео в шапке-ушанке. Многие говорили, что на этом видео еще не хватает валенок, балалайки и медведя с секундомером. Но мой медведь сейчас спит, поэтому, когда он проснется, мы это сделаем. На этом все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. Хорошего вечера.